В летний период, когда, казалось бы, меньше забот, поскольку завершился учебный год для детей, родители продолжают беспокоиться. Многие из них, находясь днем на работе, оставляют своих чад дома одних. Конечно, обеспечить безопасность детей летом – задача взрослых, поэтому практически во всех школьных заведениях инспекторам полиции города Камрад, прежде чем отправить детей на каникулы, проводятся беседы со школьниками о безопасности поведения во время каникул. Когда они могут остаться одни, включить розетку и забыв выключить ее. Очень много случаев бывает. Особенно часто встречаемся, когда дети падают, оставаясь одни дома, падают и очень серьезные травмы, переломы получают. И тогда тоже мы очень озабочены этим и стараемся помочь детьми, чтобы такого не произошло больше. Многие из опрошенных нами детей знают, как себя вести в период летних каникул. Но, тем не менее, школьники говорили о том, что предупреждения и случаи, о которых рассказала им инспектор полиции, обязательно возьмут во внимание и обещали быть осторожными во время летнего отдыха. Если мы одни дома, не открывать двери, которые нам чужие, которые мы не знаем. Когда ставишь руку в провод или на порватый провод или на что-то, тебя может ударить током. Я усвоила, что как надо себя вести летом, когда ты дома одна. Не надо трогать плитку, не трогать розетку самостоятельно. И когда ты осталась одна, не надо разглашать это всем незнакомцам. Я узнала то, что если, например, я много чего знала, но вот сейчас я расскажу то, что я не знала. То, что даже если нам разрешают с газом пользоваться, все равно не надо пользоваться, потому что, может, ты знал, как это делать, но все равно не нужно. А то может что-то случиться, и можно спалить весь дом. Следует помнить, что именно на взрослых возложена миссия защитить своих детей от различных несчастных случаев или травм в летний период. Также родители, чтобы были внимательны, потому что они отвечают за жизнь детей, так как они несовершеннолетние, чтобы не оставляли их одни. Я понимаю, что все работаем, всем трудно, но чтобы оставляли с кем-нибудь постарше, имея в виду тех же бабушек, соседей, друзей и так далее, но не оставляли их одних. Нужно прививать детям навыки поведения в различных ситуациях, например, не трогать мокрыми руками электроприборы, быть осторожнее с бездомными животными, надевать головной убор во время прогулок в жаркую погоду, быть внимательными, даже если припаркованная машина стоит, ведь она может внезапно поехать, и водитель не заметит ребенка. Опасность может подстерегать детей не только дома или возле него, но и на игровых детских площадках, на дороге, в общественных местах.